С начала этого года в Сужской районной больнице диспансеризацию прошли более 1800 человек. Пациентов принимают 13 узких специалистов. Медосмотр проходит в 2 этапа. В первую очередь на профилактический осмотр приходят жители с хроническими заболеваниями и те, кто давно не обследовался. В Сужской районной больнице с самого утра очередь желающих проверить свое здоровье. На прием к медикам пришла и Даутхан Горданова. Женщине 82 года. Медики внимательно выслушали жалобы, отправили на УЗИ и сделали рентген. Даутхан спокойно, серьезных заболеваний не выявлено. Sen molhaş ham yazık yoluş. Ya başta doğaçı yağış yersin. Sedmol doluz daditsat azonç. Darb diyorsun dal endelesun molhaş ham yazık yoluş. Dik nahviyer şu dik yegiyer. Del yaz kılha массажистырсын дел. Диспансеризацию до 39 лет проходит раз в 3 года, а с 40 лет раз в год. Платить, разумеется, ни за что не нужно. Все обследования и анализы входят в систему ОМС. Здесь и сейчас можно проверить свой организм и получить дальнейшие рекомендации. Первый этап диспансеризации проходят все. Анализы и обследования в рамках второго врачи назначают, если есть сомнения относительно диагноза. Залета Аздоева также в числе тех, кто не упустил возможность пройти обследование. Пришла всех узких специалистов, которые надо каждый год проходить регулярно, желательно, чтобы проверить сердечно-сосудистую систему, нервную систему, терапевта, невролога, кардиолога. Так, диспансеризацию прохожу каждый год. Ходила к многим, но сюда пришла, вот с первого раза мне даже вену удачно поймали. Спасибо. Диспансеризация в Сужской районной поликлинике проходит круглый год. Каждый участковый врач на своем участке формирует списки жителей, которым необходимо пройти медосмотр. Каждый месяц, согласно плану, диспансеризацию проходят организации, министерства и ведомства республики. Важно не игнорировать такие обследования. Сама диспансеризация у нас проходит в 2 этапа. То есть на первом этапе в кабинете медицинской профилактики, в отделении медицинской профилактики пациент заполняет согласие. То есть что он согласен на обработку персональных данных, то, что он согласен пройти обследование, заполняет анкетирование. Вот в ходе этого анкетирования мы уже можем выявить какие-то факторы риска, допустим, неправильное питание, какие-то наследственные заболевания, какие-то сердечно-сосудистые. То есть само анкетирование нам тоже дает много чего. На первом этапе они проходят в основном это общий анализ крови, мочи, кардиограмма, сахар, холестерин. Каждому пациенту дают направление на обследование. Приходить на диспансеризацию можно в удобное для себя время. Помимо общего осмотра проводится также углубленная диспансеризация широкого действия. 253 человека прошли углубленную диспансеризацию. Углубленная диспансеризация – это тоже медицинский осмотр, профилактическая диспансеризация тех пациентов, которые перенесли ранее коронавирусную инфекцию. Просто там более или менее, вернее, дополняется обследование. Они должны уже пройти другие анализы дополнительно, это ДДМР они должны пройти. А в случае необходимости они уже делают УЗИ сосудов, УЗИ сердца. На первом этапе обязательно смотровой кабинет, то есть акушерки осмотр и осмотр гинеколога. Это, кстати, очень актуальная проблема у нас. Наши жители не особо любят посещать смотровой кабинет, хотя вот как раз-таки этот смотровой кабинет нам позволяет выявить злокачественное заболевание вот на начальных этапах. Проверить свое здоровье может каждый. Важно найти время для себя и прийти на прием медиков. Здесь ждут каждого пациента. Лина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24.